Зарежем жирного барана, зажарим его в казане. Это народ-созерцатель. Он поклонялся все равно светлому. Тележурналист Сарвар Сурина убеждена, что только в зимний Нардуган белокатайские мастерицы тамбурной вышивки могут сотворить матрицу наступающего года. А вы часто сталкиваетесь с необъяснимыми явлениями? Считаете это мистикой или игрой воображения? Давайте разберемся. Вместе со съемочной бригадой отправимся в Белокатайский район и проведем эксперимент. Нардуган – это название праздника. В переводе старотюркского языка «нар» – это древнетюркское слово, означает «солнце», а «туган» – это «родившийся». Считается одним из забытых праздников. Слово «нардуган» в башкирском народном фольклоре пользуется очень часто. Например, детская песенка, народная песня «нар, нар, нардуган, нардуганга бар туган». Химез харык хуерман, башын хиңе бирермен, химез харык каданда, бета халык майданда и так далее. Значит, в переводе с башкирского это переводится так. Нар, нар, нар туган, солнце, солнце родилось, нар туганга бар туган. Иди к солнцу новому, к празднику солнца. Зарежем жирного барана, зажарим его в казане, голову будем передать тебе, и кости передадим собакам. Короче, угощение будет для всех. Иди скорее на праздник. Люди поклонялись Солнцу, использовали солнечную энергию для того, чтобы развиваться, двигаться, чтобы двигалась жизнь, развивалась в первую очередь. Если лунная энергия влияет на наше внутреннее состояние, на наше внутреннее время, то солнечная энергия, она влияет как раз для того, чтобы развивать внешнее время, внешнюю социальную нашу жизнь. Кстати, вот эти все хамаки, я помню, как мы в детстве слушали в Баймакском районе. Не слушали, как дети исполняли в деревне. Я сама это, может, исполняла, может, нет, но как-то у меня это все на памяти. В декабре самая длинная ночь и самый короткий день. В этот период время останавливается, создается нулевая точка, нулевое пространство по всей Земле. Поэтому можно проводить посвящения, обряды на благополучие рода. Об этом много в литературе написано. И все, что написано про обряд, все это касается не только башкир, а и любого народа мира тоже. Потому что с древности жизнь древнего человека, она была подчинена цикличности. И цикл этот определялся именно годовым, календарным циклом. То есть началом календарного года, когда можно было сеять, пахать и прочее. И это все продолжалось до того момента, пока вот эта возможность не заканчивалась. Мы в деревне Киркеево Белокатайского района, в доме у Саньяпай Усмановой. Именно она, сторожил этой деревни, совершит первый обряд по сотворению матрицы Нового года. Саньяпай говорит, что год петуха пусть расправит крылья, чтобы все были здоровы, чтобы гребешок у петуха всегда был красный. Это говорит о том, что всегда был достаток, чтобы все ходили, расправив грудь, гордые и счастливые. Я отошла его. Еще в доисламские времена, когда тюрки верили в Тенгри, верховного бога, совершался этот обряд. Мы расплавляем олово. В этом обряде происходит сочетание 4 стихий. Огонь, земля, олово, олицетворение земли, воздуха и воды.
говорят, что возвернув кот в свое сердце, возвращается внутреннее состояние покоя. Ой, Саня-апай говорит о том, что это карта нашей страны. Здесь Россия, здесь Башкортостан, чтобы все было, да, чтобы все было в благополучии, в созидании, чтобы вот все республики, которые объединяют единую страну, чтобы не было войны, чтобы не было голода. Мы жили в трудные времена, говорит Саня-апай. Я желаю, чтобы наша молодежь, наше новое поколение жило в благости, спокойствии, без войны, без голода. Праздник Нардуган проводится 2 раза в году. Самый короткий день приходится на 22 декабря, и самый длинный день года. Движение Земли по орбите Солнца, оно все-таки сказывалось, видимо, на настроении, в жизни всех людей. И люди почувствовали, что Солнце уходит, все наступает царь тьмы. Дни короче и короче. Это вызывало в какой-то степени даже страх и какое-то недоумение и ожидание солнца. Поэтому люди собирались в домах, они занимались утеплением или какими-то зимними делами домашними. В то же время утешали друг друга песнями, прибаутками, играми и, конечно, гадали. После 21 декабря солнце начинает расти, световой день увеличивается. Соответственно, все наши планы, дела, в которых мы хотим реализоваться, до 21 июня, то есть в течение полугода, они нужно было совершать. И уже после 21 июня солнце идет, световой день начинает уменьшаться, естественно. И это невозможно было не заметить, когда уже тяжело потом реализовывать планы, световой день, потому что уменьшился. Надо уже подготавливаться к тому, чтобы друг другу больше уделять внимание. Башкиры в древности были, и сейчас до сих пор это пантеисты. Это народ пантеист, это народ, согласна с тем, что это народ созерцатель. И ко всему окружающему относились как к одушевленному, и к солнцу, и к ветру, и к луне, и ко всем небесным телам. И одушевляли все. И фольклорный материал, сохранившийся и опубликованный, он позволяет об этом рассуждать, к счастью. И ночь – это более такое погружающее во тьму состояние. То есть это другое время уже. И для того, чтобы туда погружаться в одиночку, бывало, наверное, тяжеловато. Поэтому и совершались такие обряды, когда там вышивали и пели песни вместе. Второй этап нашего эксперимента также проходит в деревне Киркеево. С Рауфа-апай мы идем восхвалять петуха. К сожалению, в этом году лисицы перетаскали всех кур с петухами, лишь в доме Рауфа-апай остался красавец-петух. Пойдемте и совершим ритуал. Петух, Рауфа-апай должен нам показать, будет ли год благодатным. Вот, горох, перловку. Мы даем пшеницу, при этом говорим какие-то очень важные ритуальные слова. Рауфа-апай говорит о том, что каждый день, когда она кормит свою птицу, она приговаривает: «Хат-хат-хат, семья большая, пусть у всех будет
корм, да? Содан тағы қылт, жұмыртқадан файда жоқ, қайда халған шунда жоқ. Сөнке себештер халып тұра, біз оны сразу алып тұрабыз. Ага, петух все время возмущается, говорит, кот. Какой прок от того, что мы кладем яйца? Их не бывает, они в какой-то момент исчезают. Это потому что Райфапай вовремя приходит и забирает яйца для своей семьи. Это хорошо, что петух смотрит за тем, чтобы курочки клевали зерно. Они склевали все? Посмотрите, Райфапай. Да, старается. Стараются. Вся еда была съедена, значит, и пшеница, и перловка, и горох да, уродится в этой местности. Ну что, это очень хороший знак. Зимние вечера наша бабушка частенько делала блины. Не на сковородке, а именно в казане. Она на скалке готовила просто пресные лепешки и прямо жарила, что ли, готовила их внутри казана, как тандыр. И потом она смазывала их топленым маслом и нас угощала, тоже разламывая, и говорила, что вот солнце – это солнечные лепешки, кыш, их надо обязательно употреблять с маслом, чтобы они как бы были целебными. И дети все должны попробовать. А потом еще моя бабушка раздавала в эти дни нитки, нитки льняные, которые она пряла как подарок. Потом раздавала именно своим дочерям, невесткам. И приговаривала, что они придадут им, добавят им какую-то жизнь. И чтобы при каждой женщине, чтобы была нитка на все случаи жизни. Она могла где-то поправить, где-то пришить, но чтобы нитка зря не бросить. Они хранились всегда в потаенном месте, вместе с украшениями где-то, вот, чтобы их не бросать и терять. Вот у меня до сих пор есть те нитки, которые нам подарила моя бабушка. Я тоже от своей бабушки слышала все эти мысли, разговоры о нитках. Очень смутно помню, но припоминаю действительно, что эти разговоры были, и то поколение действительно относилось очень трепетно к ниткам. Нитка, она фиксирует то посвящение или то благопожелание, которое ты желаешь, но не в обычный день это все делалось. Именно делалось день равноденствия, 21 декабря, когда солнце рождается. Когда солнце рождается, солнце входит с новой силой, с новой энергетикой в пространство Земли. И когда мы кого-то посвящаем таким образом, желаем благополучия, желаем благости этому человеку, то есть даем нитку, даем, допустим, там вкусняшки свои, мы человека посвящаем в это благостное состояние солнца. Чтобы исполнить третий ритуал, мы приехали в деревню Каиб к Рае Хужины. Она знаток расклада Нокот. Год каким у нас будет? Можно посмотреть? Ага. Райпай говорит о том, что так как расположится фасоль, можно будет прочитать это предсказание на будущий год. Пока все по однерке. Да. Что это говорит? Бұл ел яқшы болырға деп ойлаймын деп, тағы бірге қошабыз, тағы ойлайбыз бұна. Год будет хорошим, да, неплохим. И урожай будет, и в семьях будет все хорошо. Бұна қазір тағы бірге қошап ойлайбыз. Так. Тағы несек келіп сыға мына аны қорайбыз. Еще раз. Әйе бұна тағын шылай ойлайбыз енді бұна. Қазір кет халымды үйсер мына. Так. Бұл ел бик яқшы көрініп тұра енді бұна бүлінгіз. Если фасолины вышли по 3 зернышка, Да. значит год будет очень удачным, и все, что вы запланируете, все Бүті исполнится. яқшыға болды бұл. Все, это все хорошо. Бұл ел бик яқшы боласа. Год будет очень хорошим.
башкирские орнаменты, они очень разнообразные. Один из самых богатых орнаментов. Мы тоже знаем, что, например, солярный знак солнца, оно присутствует на одежде, на домашней утвари и на паласах. Сергианские башкиры при помощи косой вышивки они делают солярный знак на зелянах, на женской одежде. И это сразу узнается, что это вот сергианский родовой знак. Система символов, она работает везде. Символика создает определенный вибрационный фон в этом пространстве. Начинает брать территорию пространства под защиту, на охрану. Если человек несет этот орнамент или знаковую систему с собой, то на эти вибрации он притягивает положительную энергию, отгоняет отрицательную энергию. Но специалистом по орнаменту и по вышивке я не являюсь. Единственное, что я тут могу сказать, это то, что вот в Хайбулинском районе был и есть фольклорный ансамбль «Кошьёлы» при районном дворце культуры. И известная личность, которая основала этот ансамбль, Асма Усманова, она очень увлекалась и вышивками, и одеждами, и всю сознательную жизнь собирала. Желательно, чтобы символика, орнамент солнца находился в благоприятной зоне, для того, чтобы оно работало на созидание. Нахождение этого орнамента не в благоприятном месте, не в благоприятной зоне ведет тоже к печальным последствиям. Мы провели 3 ритуала. Олова подсказала нам, что в этом году будет у всех процветание. Петух – большой урожай. Но кот о том, что все мы будем счастливы. Но чтобы закрепить это все, девушки из фольклорного ансамбля «Сервяж» Белокатайского района творят матрицу. Посмотрите, они одели меня в национальную одежду, которая бытует только здесь, в Белокатайском районе. Сейчас мы будем делать проект следующего года. Что мы должны сделать для того, чтобы наша матрица заработала? Яңа елда ак бәхеттәр, урман хайвандары, хаутада булһындар, кышкырттар, дөньялар имен булһын. Менә мин кәзә мөгет төшерәм. Кәзәнең касуля дип әйтәләр инде русча әйткәндә, шуның мөгеде. Рахида Пая говорит о том, что тот участок, который рисует она, он отвечает за природу, за дикую природу. Саида Пай, вы что рисуете? Мин киләһе елга уңыш булһын дип Булай башаган төшердем. Саида Пай рисует колосья пшеницы, чтобы год был урожайный. Мин ромашка төшердем. Кояш төшердем. Кояш бик йылыһын булар сәскәләргә бирһен дим. Сәскәләр уңһын дим. Ромашка ул бик файдалы сәскә. Ромашка – это у нас цветок, который отвечает за любовь. Любит, не любит. Должно быть солнце, должна быть ромашка, должно быть детское счастье. Так ведь, если будет любовь, вот рождаться дети, всегда будет солнце. Видите, как здорово. Мин хубойнда үсә торган үләндәр, сәскәләр, алар бердән булып үсәләр. Мин шуны әйтәм килә, дөньялар имен булһын, бер төптән сыккан мал туар, бала сага, үҙебеҙ исәнлек, һаулык булып, матур итеп яшәргә яҙһын. Вот здесь рисунок, который олицетворяет водные растения. Вода, жизнь, земля – это все та сфера, откуда рождается наша жизнь. Безнең ер. Это наша земля, наша планета. Ер булгас, монда яшеллек, менә япрактар. Пусть будет всегда планета зеленая. Күкситле япрактар. Япрактар арасында менә бул. Йөрәк. Сердечки. Йөрәк дип тә атала. Кош дип тә атала. Шуларда тедеп алып киттен, коштар да күп, йөрәктәр дә күп булһа, ул бердәмлек булыр. Здорово, очень красиво. В этом рисунке вся философия в круге, которая олицетворяет нашу землю, нашу планету. Всегда должна присутствовать любовь. Любовь в поверье башкир – это есть птицы. Птицы разносят своим пением любовь к краю, любовь к людям, приветы. Вот деревья, которые дают чистоту воздуха, которые дают свободу человеку, свободу дышать полной грудью. Азатлык шулай ведь. Каждый рисунок соединяется ителе, каждый хурят. Был как кеше гомере кебек, озын, бәхетле булһын,
һәрбер рисунокты, һәрбер узорды алып китә. Менә кешенең гомере шулай озын булһын. Кеше гомерендә төрле хәлдәр булып килә. Касандыр шатлыктар, касандыр авырлыктар. Менә төрле узордар, может, шуларны күрһәтәдер дә. Аларны кеше еңеп сыгарга тиеш. Гомерләре бәхетле, озын, тигез булһын. Бергә бәхетле генә яшәһеннәр дип, бөтен нашайтыр. Тоже очень большая философия, потому что все рисунки, которые нарисовали участники фольклорного ансамбля «Тамбур», они соединены друг с другом. И это главная линия. Они соединены линией жизни. Так вот, соединяя каждый рисунок, они желают, чтобы жизнь каждого человека, который живет на этой земле, была долгой, чтобы все люди жили в здравии, жили вместе со всеми, со своей семьей, со своими детьми и дожили до глубокой старости. Гүл сәскә һымак бергә шулай тын алып, бергә күңелле яшәп, яңа елды яхшы итеп каршылап, бәхетле булып яшәһендер бар халык Башкортстанда. Круг – это наша республика. Внутри круга все национальности, все народы, которые живут в нашей республике, чтобы все они жили в дружбе, в согласии, в любви друг к другу. Но только ведь на рисунке не заканчивается наша работа. Наша самая главная задача – перенести этот рисунок на ткань. Так? Давайте возьмемся за работу. У каждой мастерицы вот такие пяльца. В каждой пяльце выполнен рисунок, который войдет в нашу матрицу. Далее эту матрицу, каждый фрагмент мы соединяем и превращаем в большое полотно. За работу! Вот знатоки башкирских орнаментов говорят, что солярный знак никогда нельзя чем-то закрывать. Знак солнца. Оно должно быть как-то свободным и над всеми другими знаками. Это у нас наблюдается и, вот, например, в тамбурных вышивках курганских башкир. Также вот, когда мастера делают орнаменты на сундуках, они тоже солярные знаки солнца делают именно на крыше. На крыше, чтобы оно бросалось сразу в глаза и было выше всех других орнаментов. Но это же так естественно, что башкиры все свои представления об окружающем мире воплощают и в орнаменте, вообще в народно-декоративном искусстве. И по типу узоров, по типу орнаментов можно составить впечатление и об их характере даже, об их менталитете, как сейчас говорят, об их быте, об их философии, об их отношении к природе и всему окружающему. Жизнь бывает разная, и несмотря ни на какие трудности, какие бы человек ни испытывал, так как он раньше солнце видел вместо Бога, он поклонялся все равно светлому, все равно, чтобы в жизни какие бы трудности человек не проходил, он всегда надеется на светлое. Он знает, что за тьмой всегда придет свет. Посмотрите, какое полотно сотворили белокатайские мастерицы. Матрица 2017 года. Посмотрите, какие рисунки. Голубое небо, процветание, спокойствие, доброта. Да будет так. Никогда не думала о том, что будущую реальность можно творить так легко, с любовью и радостью. Быть может, настало время вспомнить обычаи своих предков.
А как считаете вы? Оставьте свои комментарии на нашем сайте tvrb.ru или в группе «Мистический Башкортостан» в социальных сетях. Будьте любознательны, быть может, именно вам откроется тайна.